этот памятный день по всей России. Это очень знаменательно для нас. Для чего же это нужно? Для того, чтобы мы помнили и никогда не забывали, что происходило. И, конечно, в это время, сейчас в это время, это еще для восстановления Израиля. После Холокоста мы знаем, что образовалась страна, расцвели пустыни, начали застраиваться города. Это исполнение пророчества Божьего. И куда смотрит Господь сейчас? Господь смотрит на Израиль, Его взгляд на Израиль. Если Господь туда смотрит, значит там центр истории, который творит Бог. Если же мы хотим быть Богом, если мы хотим получать от Него общение и быть с Ним, и творить вместе с Ним, и смотреть, значит вместе с Ним мы должны смотреть туда же, на Израиль, и на восстановление взаимоотношений церкви с Израилем. Бог неоднократно через Писание говорил каждому верующему человеку, чтобы мы искали лица Божьего. Библия ясно говорит нам, если ты хочешь иметь постоянные отношения и близкие с Богом, то ты должен искать лица Господа. А что значит искать лица Господа? Еврейские мудрецы утверждают, искать Божье лицо означает находиться там, куда в данный момент обращен взгляд Бога. Где Он творит свою историю, значит, надо оказаться в центре Божьей истории. А эта история возвращения Царства Божьего на землю. А Царство Божье на землю возвращается с приходом Царя, с приходом Мессии, Иисуса, Иешуа. Аминь? Аминь. И причем возвращение Иисуса на святую землю. А там, где будет созидаться Израиль, где сейчас собирается народ, это исполнение просто на наших глазах сейчас. Исполнение этих пророчеств, и они так бурно исполняются, и так очевидно это видно. Поэтому мы вместе с Господом будем смотреть сейчас на Израиль. И будем смотреть, конечно, на ту ответственность церкви, которая возложена Богом на нас. Нам дана великая честь от Господа быть в этом служении вместе с Ним. Наша церковь начала принимать участие в марафонах с самого начала. Первый, второй, сейчас третий молитвенный марафон. Что значит молитвенный марафон? Это значит молитвы за Израиль и за церковь. Это значит помощь еврейскому народу добрыми делами. Это значит благословлять волю Божью для евреев, для церкви, чтобы мы были вместе. Когда мы соединимся, Царь придет на свою землю, и когда Он воссядет на троне Давида в Иерусалиме, и когда слава Иерусалима будет распространена по всей земле, вот слава Господа будет там, и мы вместе с Ним во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, церковь, и все, кто нас видит удаленно по видео. И хочу выразить благодарность, что мы можем, наша церковь Слово Жизни, участвовать в этом молитвенном марафоне и иудейско-христианского диалога. И вообще есть такой призыв, чтобы мы, как церковь, вообще как верующие, не забывали наших корней. Потому что вся наша вера, она строится, она пришла к нам оттуда, с еврейского народа. Поэтому есть искушение забыть вообще, по крайней мере, быть равнодушным. И, знаете, есть искушение быть равнодушным вообще к еврейству, к еврейской культуре, к еврейскому народу, к Израилю. Это есть такая опасность для церкви. И поэтому, знаете, нам нужно время от времени, углубляться в эту тему. Аминь. Аминь. И, знаете, опасность такого забытия, что ли, в том, что может прийти дух антисемитизма, который время от времени приходил по истории вообще еврейского народа. Мы, смотря на историю, мы видим, что с самого начала, как только образовалась церковь, этот дух, он действовал очень сильно.
И знаете, апогеем, вот этой вершины, что ли, вот этой всей теории, которая пришла прямо из ада, я думаю, да? Это то, что случилось, вот эта величайшая трагедия, которая была совсем недавно, этот Холокост, где погибло более 6 миллионов избранного народа. Поэтому я призываю, братья и сестры, я также призываю всех христиан, которые смотрят нас, просто пусть это будет как прививка. Знаете, сейчас вот есть такое понятие прививка, да, чтобы мы были как бы защищены. И точно так же я верю, это как духовная прививка для всех нас, особенно христиан, да, чтобы мы помнили наших, ну, как бы еврейский народ. И пусть Господь вас благословит, и пусть мы станем церковью не проклинающим, но благословляющим. Слава Господу! Аминь. Израиля благословится. Благословляем Израиль. И давайте все встанем, помолимся. Просим Бога, чтобы свет Иисуса Христа Иешуа просветил умы и сердца людей, и твердыни антисемитизма и фашизма рухнули. Молимся за церкви и общины, чтобы приходило ясное понимание о роли еврейского народа в Божьем плане спасения человечества, за восстановление единства в теле Мессии. Благословляем правительство и власти. Молимся о том, чтобы состоялось национальное покаяние в антисемитизме, чтобы принести благословение от Бога на землю и народ. Молимся вместе по Слову Божьему о спасении Израиля и всего еврейского народа, основываясь на множестве мест Писания о вечной любви и верности Бога Израиля, а также на том, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духа злого поднебесных.
для борьбы против антисемитизма. Поэтому мы призываем верующих объединить свои голоса в молитве против этих духов злобы за свой народ, за страну, за Россию, за спасение Израиля, за восстановление единства и полноты Божьей в теле Мессии Иисуса Христа. Ефесянам 2, 14, 16. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. Мы, послушные Библии люди, должны иметь такое сердце, как Бог любит, и благословлять Израиль. Это правильная библейская позиция. Если Бог хочет изменить страну, Он начинает с наших сердец. Только радостью и любовью мы можем исцелить раны. Мы не перепишем прошлое наших народов, но можем просить Бога освободить нас от ненависти и усвоить уроки истории, чтобы они не повторялись. В наших руках ответственность за будущее. Мы задаем тон истории. Аллилуйя! Аллилуйя! И молимся, и важно нам жить так, чтобы наши дети не должны были извиняться за нас, как мы извиняемся за своих предков в этой молитве. И также сказал, Господи, это 2 Паралипоменон 26:9, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже, нас изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семье Ефрама, друга Твоего, навек. Призываем Твою защиту на всех израильтян, на всех иудеев, на всех евреев, ради завета вечного, который Ты заключил с Авраамом, чтобы все увидели, Ты, Господь всего, прославленный. Молимся Божьими обетованиями. Простите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. У Бога есть намерение процветания Израиля. Бог обещал, что ни одно орудие, сделанное против них, не будет успешным, и Он будет сострадать им. На стенах Твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Не умолкайте, не спит и не дремлет хранящий Израиля. Господь, вступись с чажущим за Израиль. Благословляем землю сего. Да будет благословено святое имя Твое. Аминь. Молимся также о защите Израиля и мире в Иерусалиме, о прекращении всяких военных действий и терактов в Израиле, о раскрытии Божьих обетований для Израиля, о том, чтобы любовь к Израилю, к его народу, была у всех верующих. За мир в Иерусалиме. Господь, дай всем мир Твой. Молимся за всех людей, за детей, за иудеев, за землю Израиля, за Россию. Всем нам необходим Твой мир. Господь, мы верим в Твою силу. Мы верим, что Ты слышишь нашу молитву. Дай Твое благословение для земли Израиля во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы хотим увидеть Твое благословение на израильской земле. Бог, Ты любишь всех людей на земле. Твое сердце открыто для каждого, для каждой молитвы, для каждой нации. Слово Твое говорит, что Ты избрал свой народ, народ Израиля. Они зеница Твоих глаз. И молимся прямо сейчас за мир в Иерусалиме, за мир на Святой Земле. Просим, Дух Святой, пошли ангелов своих, защити свой народ, благослови эту землю, дай им наслаждаться Твоими благословениями, как это есть в Твоем Слове. Мы молимся и благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы соглашаемся сейчас также, Господь, все вместе, Господь, чтобы на нашей земле, Господь, в нашей Якутии, Господь, не было никакого антисемитизма, Господь, чтобы на нашей земле не было никакого национализма, Господь, никакого фашизма, ни в какой форме, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, Господь. И прямо сейчас мы противостоим всяким нечистым духам, которые разжигают ненависть,
во имя Иисуса, чтобы не было этого в нашем обществе, во имя Иисуса Христа, чтобы наш народ не был этим осквернен, Господь. Очисти, Господь, очисти, Господь, очисти сердца, Господь, очисти умы, Господь. Во имя Иисуса мы просим. Мы говорим, Господь, что Ты Бог вразумляющий народы, Господь. Вразуми наши сердца, вразуми наших царей, Господь. Вразуми наш народ, Господь. Пусть наша земля и наши цари, мы будем питателями, Господь, теми, которые благословляют Израиль, Господь, Твою обетованную землю, Господь. Пусть наши цари, наша земля, Господь, мы будем кормильцами, Господь, как написано в Исайя 49:23, Господь. И, Господь, подними знамя, Господь, к нашему народу, Господь, на нашей земле Якутии, чтобы мы принесли Твоих дочерей, Твоих сыновей на плечах, Господь. Всеми ими Израиль облечется, как убранство, написано, и нарядится ими, как невеста. Мы молимся за алию, за полноту восстановления, Господь, Твоей земли, избранной земли Израиля, Господь, и за полноту восстановления, Господь, народа Твоего, Израиля. Аминь. Когда тебя убивают из-за того, что ты принадлежишь какой-либо нации, это вообще неправильно. Так было, к сожалению, с евреями во время Второй мировой войны. И чтобы эта трагедия, она не повторилась вновь, важно об этом постоянно помнить, вспоминать и говорить. И передавать по возможности своим детям эту информацию. И спасибо тем, кто выжил в этих концлагерях, в этих гетто, тем, кто стал живым свидетелем всей этой трагедии. И спасибо, что вы рассказываете об этом, что вы прошли это. И, конечно, очень хочется, чтобы в наше время такого не было. И чтобы в будущем тоже такого не было. Пусть Господь благословит нас всех и поможет в этом. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не убивай, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь: вот, я начертал тебя на дланях твоих, стены твои всегда предо мною. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место, и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И не будешь более слышать посмеяния от народов и поругания от племен, не понесешь уже на себе. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиль. Давайте согласимся еще раз и будем молиться за Израиль, хорошо? Потому что Бог, Он Бог Авраама, Исаака и Якова, и Он творец Израиля. И Он любовью вечной возлюбил Израиль. И Он не отверг народа своего, написано в Римлянам 11:2. Бог не отверг народа своего, который Он наперед знал. Господь, прямо сейчас мы соглашаемся, Господь, за землю Израиля, Господь, за Твой народ, Господь. Аллилуйя! Ты сказал, что Ты начертал Израиль на Твоих пламях, и стены всегда перед Тобою, Господь, стены Израиля. И мы молимся за эту страну сейчас. Прямо сейчас соглашаемся, Господь, за каждого человека, за Твой избранный народ, Господь, которому принадлежит установление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. Храни, Господи, Израиль, как зеницу ока. Молимся о Твоей защите, Господь, на всех границах, Господь. Только Ты знаешь, Господь, как восстановить всю землю, Господь, как восстановить город Иерусалим. Мы молимся за город Иерусалим прямо сейчас, Господь. Молим, Господь, как написано: просите мира Иерусалиму. Иерусалиму, мы просим мира Иерусалиму. Мир Иерусалиму мы просим во имя Иисуса Христа из Назарета. Молим за этот город, Господь, который Ты избрал, Господь, который является зеницей ока
Господь, и за Твой мир во имя Иисуса Христа из Назарета. И провозглашаем шалом, шалом на Израиль и шалом на Иерусалим во имя Иисуса Христа. Аминь.